Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 10 сентября состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляции защиты украинского активиста Владимира Балуха на решение другого суда о прекращении дела по его условно-досрочному освобождению. И, как мы знаем, Верховный суд в этой апелляции отказал. Почему российская власть не хочет отпускать украинского политзаключенного? Каковы шансы Владимира выйти из тюрьмы в обозримом будущем? И сможет ли ему помочь европейское правосудие? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 10 сентября не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха. Как сообщает корреспондент Крым Реалий, сам активист участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. О том, как прошло заседание и о решении суда, предлагаю послушать комментарий самой Ольги Динзе, адвоката Владимира Балуха. Верховным судом Республики Крым была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление железнодорожного суда о прекращении производства по ходатайству об условно-досрочном освобождении Балуха от дальнейшего отбывания наказания. Заседание прошло очень напряженно. Во-первых, мой подзащитный не хотел сегодня участвовать в судебном заседании, поэтому его очень долго выводили из камеры. Как он пояснил, он не хочет принимать участие в данном фарсе. Защита выступила со своими доводами, как я считаю, абсолютно обоснованными, поскольку железнодорожный суд явно затягивал рассмотрение ходатайства. Были предприняты все меры для того, чтобы дождаться вступления в законную силу нового приговора и, соответственно, прекратить производство по ходатайству защиты. Балух также кратко высказал свои доводы относительно постановления железнодорожного суда. После выступления прокурора Балух был возмущен тем, что она сообщает о законности и обоснованности принятого решения. И Балух был удален, так сказать, из зала судебного заседания, то есть видеоконференц-связь была прекращена. После чего суд необоснованно начал ссылаться на характеристику личности Балуха, которого, как по мнению суда, нельзя освобождать условно-досрочно, поскольку он характеризуется администрацией следственного изолятора, где он в настоящее время содержится, отрицательно. Я ссылалась на то, что суд не может ссылаться на характеристики Балуха. Мы обжаловали постановление железнодорожного суда совершенно по другим основаниям. Характеризующий материал в отношении Балуха не был рассмотрен. Кроме того, и Балух, и защита узнали о том, что Балух отрицательно характеризуется только в железнодорожном суде по поступлению характеристики из следственного изолятора. Таким образом, Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на постановление железнодорожного суда. Это была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. С нами на связи Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. Алена, здравствуйте. Доброго дня. То, что апелляционный суд, вернее, то, что Верховный суд, так называемый, Крыма отказал в апелляционной жалобе, означает, что Владимир Балух еще некоторое время, мы не знаем еще пока точно, остается под стражей. Но меня интересует другое. Вот есть ли в Крыму общественный резонанс от самого процесса по делу Владимира Балуха? Знают ли большинство крымчан или хотя бы симферопольцев о том, что есть такой активист, которого преследуют за украинский флаг, за улицу Героев Небесной Сотни, а обвиняют там в хранении там боеприпасов? Или это узкая тема, которая большинству крымчан пока неізвісна? На жаль, дійсно, це все ж таки цікавить невелике коло людей.
І судячи з того, що вчора на засіданні було всього 3 людини, потім ще 2 підійшли, коли оголошували вирок, можна робити такий висновок. У меня такой будет вопрос, может быть, более широкий. Как вам кажется, несмотря на то, что в Конституции Крыма действующей записано равноправие 3 языков и, соответственно, 3 культур, вот преследование Владимира Балуха — это какой-то эксцесс местных властей или это целенаправленная кампания по борьбе с украинством в Крыму в целом как таковым? Ощущаете ли вы, если такая борьба ведется, ощущаете ли вы лично давление со стороны власти? Именно потому, что вы отстаиваете там украинскую культуру? Мені здається, що до Володі, як воно розвивалося, ця справа, одна, інша, то все ж таки боротьба з інакомислієм, інакодумкою. На мою, я так думаю, що от так воно. Але додатково дійсно те, що він сам відстоював свої права як кримського українця, це вже було додатковою такою, я не знаю, частиною переслідування. Загалом же, так, можна сказати, що дійсно тут не дуже зараз подобається українськість, саме як самоідентифікація, тому що це пов'язує півострів з материком, і це не дуже тут потрібно і не дуже вітається. Такой к вам вопрос, немножко отходим от темы. Относительно недавно одна из ваших активисток была вынуждена выехать с территории полуострова на материк, потому что подверглась там обыскам со стороны российских силовиков. Имела ли эта ситуация какое-нибудь продолжение? Приходили ли в Украинский культурный центр за какими-нибудь объяснениями, разъяснениями? Усиливался ли контроль за вашей деятельностью? Или так это и дело не имело продолжения? До нас прийти складно, у нас нема куди приходити. У нас нема офісу, тому до нас не приходять. І коли він був, теж до нас саме в офіс, наприклад, не приходили. Тут інші методи роботи, тут збираються матеріали, там чи то прослушка, чи то там когось іншого, там опитують, там збирають матеріали. Конкретно от після від'їзду Ольги, наскільки я знаю, ніяких поки не було якихось додаткових там мір з боку силовиків чи там прокуратури. Поки тихо. Что ж, большое вам спасибо за ваше включение. Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Так, 10 сентября так называемый Верховный суд Крыма отклоняет апелляцию, и мы уже говорили о том, что произошло, может, еще потом к этому вопросу вернемся, но сначала меня больше всего интересует, что же теперь будет с Владимиром Балухом. То, что его не отпустят по условно-досрочному освобождению завтра, это понятно, но сохраняется ли шанс на условно-досрочное освобождение в какой-то ближайшей обозримой перспективе? Или все-таки назначенное ему судом наказание в несколько лет колонии так и останется в силе? Дело в том, что дело Владимира Балуха на самом деле состоит из нескольких, да, то есть мы знаем о том, что было самое первое еще дело административное, и после этого последовало вообще 3 уголовных дела после него.
Второе уголовное дело, так называемое дело о патронах, когда мы покинули патроны, вынесли приговор, и вот как раз по этому приговору тогда адвокаты и подавали об условно-досрочном. И что интересно, когда первый раз подали в железнодорожный суд, то железнодорожный суд очень долго рассматривал, а по сути просто затягивал рассмотрение условно-досрочного, потому что ждал, чтобы по третьему делу, там, где Ткаченко, начальник ВС, фигурирует, вынесли еще один приговор и таким образом отказать в условно-досрочном. В принципе, так и сделали. Поэтому получается, что касается приговора о патронах, в рамках него уже, да, вот эти возможности были исчерпаны. Адвокат подал первый раз, подал дальше апелляцию. Сейчас мы видим, что Верховный суд, у нас остался так называемый Верховный суд на тех же позициях, отклонил это ходатайство. И теперь остается третий приговор, который был по делу Ткаченко, начальника ЭВС, якобы Балух на него напал. И вот по этому третьему приговору Володе Балуху в целом вынесли приговор о 5 лет. О 5 годах лишения свободы. И вот как раз-таки по этому приговору тоже можно будет подать на условно-досрочное, но только после того, как сам этот приговор вступит в силу. Он вступит в силу формально тогда, когда пройдет апелляция. На сегодняшний день уже известно, что 24 сентября у Володи Балуха состоится в Симферополе апелляция, рассмотрение жалобы на вот этот последний приговор по делу Ткаченко, где Володе объединили все предыдущие приговоры и дали 5 лет лишения свободы. Можете ли вы прогнозировать исход этого заседания? Удовлетворят ли апелляцию, отклонят ли? Ну, здесь мы видим, что дело, как и все предыдущие, они абсолютно политические, а дело по Ткаченко, последнее, да, третье, оно абсолютно заказное, потому что, в принципе, если бы этого дела по Ткаченко не было, то по новым правилам, которые де-факто теперь действуют в Крыму по российскому законодательству, по сути, Володя бы уже свой срок отбыл по делу о так называемых патронах. И он бы уже мог, в принципе, осенью выходить на свободу. Но из-за того, что завели это сфабрикованное, абсолютно натянутое дело по нападению на начальника ИВС, Володе светит еще несколько лет колонии общего режима. Поэтому в контексте, да, политического аспекта, что Володю преследуют уже системно, преследуют несколько лет, конечно, прогнозировать можно, что, скорее всего, Верховный суд, так называемый, оставит в силе приговор. Есть шанс на то, что он, конечно, снизит, может быть, немного срок, как было в некоторых политических делах. Но шансы, естественно, маленькие. Адвокаты требуют полностью, да, оправдательного приговора, так как Володя не виновен ни в чем. Но, тем не менее, я боюсь, что все-таки так называемый Верховный суд будет продолжать поддерживать политический, да, заказ. И мы знаем, что этот заказ очень высоко. По сути дела, против Балуха инициировал сам Палагин, который является начальником ФСБ Крыма. Поэтому вряд ли так называемый суд пойдет наперекор интересам ФСБ. Хорошо. 5 лет – это по совокупности. Существует ли в российской правоприменительной практике возможность засчитать пребывание в СИЗО, где сейчас находится Владимир, по большему там коэффициенту, чем колонии, так, чтобы, скажем, там 5 лет превратились с учетом уже отбытого срока в год или 2, или это невозможно? В Российской Федерации недавно как раз вступили в силу новые правки к закону, которые касаются именно, как засчитываются дни, сроки, отбытые в СИЗО, в само наказание. Здесь сложно ответить, даже адвокаты российские не все могут точно ответить, так как практика еще не сформировалась. То есть, в принципе, скорее всего, насколько мы все понимаем, такой перерасчет, да, должен сделать суд. По идее, когда будет рассматриваться апелляция Володи Балуха в конце сентября, суд должен это учесть и пересчитать этот приговор, и как раз на основании этого, возможно, вынести более меньшее наказание. И как раз я и говорила о том, что если посчитать по этим новым правкам, то получается, если бы Володе был только приговор, касающихся дела о патронах, то сколько он уже отбыл в СИЗО, по сути, 2 года, с перерасчетом по этому закону, он бы уже должен был выйти на свободу. Но поскольку на него завели третье дело, то ему добавили еще несколько лет. И вот теперь ждем, как в апелляции вообще судья учтет это или не учтет. Мы посмотрим, конечно, но исходя из того, как пишет закон, сами суды должны пересчитать. И Володя в СИЗО находится с 8 декабря 2016 года. Поэтому, конечно, это должны зачесть, и там зачитывается в зависимости от статей и ситуации, либо как за 1,5 дня, либо как день СИЗО за 2 дня.
Поэтому прогнозировать тоже сложно, но судья должен обязательно это сделать. Посмотрим, как это будет в апелляции. Хорошо, и такой к вам вопрос. После того, как эта апелляция, предположим, что она будет отклонена, есть ли шанс добиться пересмотра этого дела в судах собственно российских, в Верховном суде, например? Или все, что там решено Верховным судом Крыма, так называемым, так и останется неизменным? Ну, обычно, в принципе, редко, когда даже если взять Верховный суд самой Российской Федерации, я имею в виду легитимный, который находится на территории именно России, а не Крыма, обычно они тоже поддерживают те приговоры, которые выносились в оккупированном Крыму, или же, да, могут, в принципе, отправить на пересмотр, хотя такое бывает крайне редко. Здесь, что касается, например, дела о патронах, которое было фальсифицировано против Володи Балуха, там тоже есть кассация, и, насколько нам известно, адвокаты тоже будут обращаться именно по кассации, то есть в Верховный суд. Поэтому скоро как раз в этом деле и увидим, как будет вести себя Верховный суд именно на стадии кассации. Ну и после апелляции, я думаю, адвокаты тоже будут исчерпывать все возможности, и, следовательно, тоже обратятся в третью уже инстанцию, да, кассационную. Но пока мы не знаем, как, например, в вопросах именно Владимира Балуха отреагируют. Поэтому тоже только остается ждать. Но, тем не менее, я знаю, что адвокаты исчерпывают все формальные возможности, чтобы как-то помочь вытащить Володю из СИЗО. А будет ли, по вашей информации, обращение защиты в Европейский суд по правам человека, или пока это слишком далекая перспектива? Это уже выполненная перспектива. Дело в том, что дело Владимира Балуха уже находится в Европейском суде по правам человека. Эта жалоба была подана, когда еще началось первое преследование, первое уголовное дело против него. И в связи с тем, что уголовные дела против него продолжаются, Европейский суд по правам человека, мои коллеги из Украинского Хельсинского союза, которые сопровождают, да, эту жалобу как юристы, они туда передают дальше новые и новые материалы, потому что преследование не закончилось. Поэтому на сегодняшний день, да, жалоба в рамках того преследования, которое есть против Владимира Балуха, она уже в Европейском суде. Но поскольку не закончились все эти дела, естественно, еще долго ждать, когда полностью она будет рассмотрена, эта жалоба. И в целом, как мы видим, есть и другие жалобы, которые были поданы в Европейский суд, но пока они не рассмотрены. Это довольно долго длится, несколько лет, скорее всего, нам еще ждать, когда мы получим хотя бы первые решения по так называемым делам о пытках, которые были в Крыму, потому что они тоже были поданы в Европейский суд. Но вот пока Европейский суд довольно долго рассматривает это. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа и сам бывший крымский политзаключенный. Ахтем, здравствуйте. Доброе утро. Мы говорим о том, что Верховный суд, так называемый российский в Крыму, отклонил апелляцию Ольги Динзе, адвоката Владимира Балуха, и по условно-досрочному освобождению его не отпустят. Ну и тем не менее остается еще надежда на общую апелляцию в конце сентября. Хотя и шансы, считают наши эксперты, невелики. По вашему мнению, вот мы уже говорили с представителями Украинского культурного центра, дело Владимира Балуха – это такой эксцесс исполнителя на местах, вот какой-то вот индивидуальный? Или можно говорить о том, что украинская культура, украинская идея в Крыму вот преследуется систематически? Конечно, это системный подход. В Крыму очень сильно беспокоит два фактора. Это, если брать по национальному признаку, это крымские татары, но они как бы самоорганизованные и достаточно давно и имеют опыт борьбы. Но первые репрессии, нужно
об этом чаще говорить. Буквально в 2014 году, в марте месяце, коснулись Украинской Православной Церкви. И гонения начались именно в этом направлении. И были по-бандитски отжаты, другого слова не могу подобрать, это приходы этими бандитами, самооборонщиками и так далее. И это делалось целенаправленно. Два фактора исторически, если бы объединились в сопротивлении украинцы и крымские татары, что сейчас к этому идет все активнее и активнее, то, естественно, в условиях этой военной оккупации им будет очень сложно все дальше углублять, вот как они это говорят, интеграционные процессы между русским Крымом и материковой Россией. А Балух это вот тот лидер, именно украинец, который открыто вступил в эту борьбу, пусть на начальном этапе, как, скажем, единолично объявил войну оккупантам. Это именно объявление войны, потому что выставить украинский флаг и написать у себя на воротах улица Небесной Сотни, уж поверьте мне, такого в Крыму я не встречал, потому что Небесная Сотня — это те вот молодые ребята, которые для России несли угрозу, вот их пример, это их вот это вот патриотизм, который был проявлен этими молодыми украинцами в борьбе за свое будущее. И сегодня именно его прессуют на материк, в информационное поле России, его не выпускают. Это точно так происходило и со мной. Но то, что все управляется и абсолютно все команды по Балуху даются с Россией, это однозначно. Есть ненависть у коллаборантов, есть у оккупантов крымского уровня, которые никак в общем-то не ожидали такого мужественного сопротивления с его стороны. И вот сейчас я недавно имел возможность, скажем так, получить информацию. Его в очередной раз поместили в двухместную камеру под видеонаблюдение и очень сильно его прессуют. Ахтем, вот раз уж мы затронули широкую такую тему крымских политзаключенных и крымского сопротивления, многие эксперты, правозащитники, журналисты полагают, что ряд политзаключенных, в первую, конечно, очередь Олег Сенцов, являются там личными заложниками Владимира Путина, для которых их нахождение в тюрьме — это такой предмет личного влияния, особенного интереса, и поэтому ожидалось, что, может быть, там Владимир Путин помилует Олега Сенцова к моменту встречи с Дональдом Трампом. Этого не произошло, и теперь непонятно, что будет происходить с Олегом. Про вас, в принципе, можно тоже сказать, что вы были в какой-то степени личным заложником Владимира Путина, потому что на уровне президентов двух стран, России и Турции, решался вопрос с вашим освобождением. Насколько можно считать, что Владимир Путин действует из соображений личной, может быть, не ненависти, но неприязни? Или на самом деле вам кажется, что личного здесь ничего нет, а здесь только вопрос политики и только политики? Нет, по нам, по вот такой категории политзаключенных, у него личные такие шизофренические действия. Просто я имел возможность общаться с разной категорией этих ГРУшников, ФСБшников с Москвы. И они просто говорили такие откровенные посылы, что он не хочет даже рассматривать. То есть рассчитывать нам на что-либо с его стороны, на какие-то акты гуманности не приходится, и не приходилось. Поэтому тут только давление, только личное его принуждение. Вот вы сказали о Трампе. Я уже неоднократно говорил, что и встреча Меркель, и встреча Макрона, но, к сожалению,
прямо чувствовалось, что вопрос Сенцова в этих встречах, там или Балуха и других, ну, скажем, по Сенцову они отдельно вели переговоры, но это было вопросом не первого плана. На первом плане все-таки стояли вопросы, скажем, личных заинтересованностей. Там поток, Северный поток-2, здесь, значит, попытка наладить отношения. Поэтому при таком подходе ждать освобождения наших политзаключенных, к сожалению, очень сложно ожидать в ближайшее время. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывший крымский политзаключенный. Это радио «Крым Реалии». Мы говорили о том, что так называемый Верховный суд в Крыму отклонил апелляцию Ольги Динзе, адвоката Владимира Балуха, и Владимир Балух как минимум до конца сентября останется в СИЗО. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» после короткого перерыва вновь вернется в эфир. В эфире радио «Крым Реалии». 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.